Приветствую вас, дорогие подписчики и гости канала. Вы на канале Таро Дома. Меня зовут Александра, и у меня для вас прогноз на 6 июня. Это у нас с вами будет пятница. Смотреть мы будем все знаки, начиная от Овнов до Рыбок, в одном видео. Внизу под видео есть тайм-код. Сразу можете смотреть свой знак. Смотрим на пасьянсе. Называется он цыганский. Значит, также я посчитала карту дня. Мы с вами считаем сейчас, да, уже, наверное, недели две, я считаю. 6 июня 2025 год. Это у нас 6.06.2025. Мы прибавляем 6, плюс 6, плюс 2, плюс 2 и плюс 5. Получается 21. За этот день у нас отвечает аркан Мир. Влияет на этот день вот эта карта. Это очень хорошая, очень позитивная карта. Это карта спокойствия, равновесия, гармонии, цикличности, такой вот, знаете, умиротворения. Я думаю, что в этот день он должен прийти очень хорошо для всех нас в целом. Я не думаю, что будет много там каких-то сложностей, проблем, неприятностей. Даже если что-то и будет происходить, скорее всего, как-то будет все очень легко разрешаться и даваться. Также это еще день завершения больших циклов. Поэтому в этот день у многих может быть завершение каких-то проектов. И также это еще у нас тема расширения границ. Возможно, да, вот у кого-то будут расширяться границы в плане, там, появляться новые знания, новая информация, новые люди в вашем окружении. Поездки тоже может проигрываться как поездки. Ну, давайте смотреть. В целом, вроде как день обещает быть гармоничным. Сейчас проверим. Начинаем с Овнов. 6 июня. 6 июня пятница. Плюс еще и пятница, день Венеры, планеты любви, да, любви, красоты, женщины. И здесь у нас женщина нарисована, такой женский день. Покажите мне, пожалуйста, события для Овнов в пятницу. В целом, как пройдет для Овнов этот день, пятница. Так, сразу же, ага, видите, у нас финансы сразу, сундучок с деньгами. Кстати, Венера это еще планета финансов в том числе. Пока ничего не вижу. Ага, и удача. Подкова. Не вижу. Проверяю горизонталь, вертикаль. Больше не нашла. Но если вдруг вы что-то увидели, то именно в этой колоде, да, вот подписаны значения этих событий. Можете прочитать. Ну или можете, в принципе, в комментарии мне написать, описать картинку. Я вам скажу, что за значение. Я увидела только два события для вас. Первое – это финансовые поступления, прибыль, да, что всегда нас радует. Да. И второе событие – удача. Тоже класс, удача будет сопутствовать. Возможно, да, вот удача поможет получить какие-то дополнительные финансы в этот день. Шикарный день. Вот видите, для вас карта Мир проигралась наилучшим образом, Овны. Благодарю за внимание и переходим с вами к Тельцам. Сейчас будем смотреть, что у Тельцов. Шестое июня. Тельцы. События дня. Так, 6 июня, Тельцы. Смотрим. У вас сразу же выпадает первое – сердце. Будильник нельзя соединить. Ага, мешочек с деньгами.
цепь, угу. Лебедь, змея, весы. И, конечно, проверяем горизонталь, вертикаль обязательно тоже. Может быть, что-то найдем еще для вас, какое-то событие. Горизонталь, вертикаль я не нашла, не вижу. Получается, у вас в этот день общение с друзьями, карта друга выпала. Общение, переписка, встреча, вот в любом формате может быть. Финансовые вопросы какие-то могут решаться. Мешочек может показывать как поступление денег, так и расходы. Поэтому тут сложно сказать. Сундук чаще всего показывает приход денег, да, когда деньги поступают, а мешок по-разному. Дальше может быть нерешенный вопрос какой-то в этот день. Может не решиться. И видите, ножнички далековато друг от друга. Скорее всего, что решится аж на следующей неделе уже этот вопрос. И похоже, вы к нему уже, ну, скажем так, не один раз пытались его решить. Но вот в пятницу, возможно, даже не стоит и пробовать. Дальше гармоничные отношения в паре, какой-то сложный выбор, весы, колебания, сомнения и общение со змеей. Опять же, здесь такая двоякая ситуация. С одной стороны, змея может показывать людей с таким абьюзивным характером, которые, знаете, любят поиздеваться над другими. А с другой стороны, змея иногда показывает просто людей там по году рождения змея, да, связанных с медициной, или может быть еще просто характер такой у человека. Допустим, к вам он проявляется хорошо, но характер такой, язычок острый, поэтому может там кому-то другому съязвить, что-то сказать неприятное. Но по отношению к вам он себя ведет хорошо. Тут еще, видите, рядом хорошая карта выпала. Лебедь. Поэтому я не думаю, что змея здесь будет проявлять как-то агрессию. Ну, тем более день спокойный, карта мир. Поэтому я думаю, что все даже змеи будут не сильно ядовитые в этот день. Вот такая вот информация. Ну, из минуса это нерешенный вопрос. Благодарю за внимание. И, ну, опять же, карта мир, знаете, вот влияние карты мир. Если присмотреться к картинке, мы видим девушку, да, вот парящую в небесах. То есть она не приземленная. Поэтому в этот день, конечно, лучше такие вот какие-то вопросы бытовые, приземленные не решать. Потому что они как-то решаться не будут. Это немножко, да, не те энергии. Смотрим дальше. Близнецы. 6 июня. Именинники наши близнецы в этот день. 6 июня. Если у кого-то день рождения выпадает, и вы смотрите, я вас поздравляю. 6 июня. Близнецы. Пятница. Как пройдет для близнецов этот день? Пятница. Шарики. Хорошее событие, позитивное. Маска. Не очень хорошая, но опять же тоже тут, знаете, ситуация может быть двоякая. Цыпленок. Я вам потом расскажу, что я имею в виду. Хотя вот выпала еще расческа, поэтому вполне может проиграться негативно маска. Угу. Корабль еще есть. Цветочек. Очень хорошее событие. Так, чемодан. И, конечно, я проверяю горизонталь, вертикаль. Не вижу совпадений. Получается, с одной стороны, у вас негативное событие, да, это неприятность какая-то может произойти в этот день. Карты показали обман, маска, вас могут обмануть. Поэтому тут надо быть осторожными. Хотя иногда маска показывает, например, смотрите, как проигрывается. Вы идете делать косметологу какую-то очень там дорогую маску. Может быть маска, может, а вы делаете маску. Это может быть театральное представление. Идете на какое-то представление, где люди играют в другие роли. Может быть. Поэтому тут вот
Не всегда негативное событие проигрывается как негативное. И вот это тоже надо учитывать. Но с учетом того, что выпала расческа, скорее всего, это все-таки обман, и вам надо как-то быть поосторожнее в этот день. Также из негатива выпало еще ожидание. Но опять же, это не негатив, а просто не самое приятное, да, вот действие. Долгое нудное ожидание, временная разлука, расставание с кем-то. Из позитива радостные новости, общение с детками, внуками, с кем-то вот о ком там нужно позаботиться, поиграться, понянчиться, покормить, куда-то там отвезти, привезти. И исполнение желания. Опять же, исполнение желания может быть связано с вот этими детьми, потому что рядышком выпадают. Когда рядом выпадают, часто вместе и проигрываются. Ну, вот такой вот день, знаете, неоднозначный. Вроде бы и хорошие события есть, исполнение желания, хорошие новости, но и есть вот этот вот негатив в виде неприятностей. Так что так. Благодарю за внимание. Перехожу я дальше к раку. Ой, не ту карту схватила. Так, раки. 6 июня, раки, пятница. Покажите мне, как этот день пройдет для раков. Пятница. Какие события будут такие самые-самые важные? Что раки должны прямо сейчас знать об этом дне? 6 июня. Череп, первое событие. Угу. Мечи. Рыба. Ох, у вас прям негативные события идут один за другим. Цыпленок как-то не сильно на вас влияет. Карта мир в этот день, я смотрю. Нет этого умиротворения, знаете, внутреннего. Так, смотрим теперь здесь. Шарики, ну хоть одно хорошее событие. Шарики, здесь нет, здесь нет, здесь нет и здесь тоже нет. Получается 3 негативных, ну и 2 позитивных. Первое – здоровье. Нужно будет, видимо, в этот день обратить внимание на свое самочувствие, здоровье. Возможно, там будут какие-то моменты, вопросы. Или может быть такое, что вы уже в пятницу записаны к какому-то специалисту и будете заниматься здоровьем, как бы карты это подтверждают. Если нет, тогда это, возможно, для вас будет сюрпризом. Дальше конфликт может быть, мечи, острая ситуация, выяснение отношений, скандал, ссора. Иногда мы можем быть свидетелями какого-то скандала, ссоры. И мне не нравится, что рядом еще ложится рыба. А рыба это всегда какие-то скользкие дела, подставы, махинации, аферы. То есть тут возможен скандал из-за какой-то аферы, понимаете? Поэтому вот тут надо быть начеку. А череп может показывать вашу эмоциональную выжатость такую, допустим, из-за вот этой ситуации. Вы просто выпьют из вас все соки, хочется сказать, в этот день. Но это вот из минуса. А из плюса есть общение с детками и есть позитивные новости хорошие. Вот такой вот неоднозначный день, да, двоякий. Но опять же, имея карту мир, в принципе, по карте мир всегда можно договориться, всегда можно найти какие-то вот компромиссы, примирения. Поэтому любого скандала можно избежать, особенно под влиянием карты мир. Такая вот для вас подсказочка. Благодарю за внимание, перехожу к львам. Смотрим. Левушки. 6 июня. 6 июня. Пятница. События дня. Львы. Покажите мне, что у них будет, какие события, как пройдет этот день.
Угу. Первое событие — цветок. Очень хорошее. Кораблик. Тут два варианта. Есть череп и есть колодец. Что вы первым увидели? Я увидела, честно говоря, первым колодец и оставляю его. Если череп, то это болезнь. Ну, тема здоровья. Будильник. Смотрите, будильник и корабль. Вы в этот день, похоже, не будете дружить со временем, с часами. Чашечка чая. Так, теперь смотрим здесь. Нет. Не вижу, не вижу. Не вижу. Горизонталь, вертикаль не нашла. Значит, смотрим, что получается. Первое событие. Может исполниться какое-то желание ваше в этот день, в пятницу. Дальше долгое, нудное ожидание. И видите, будильник. Будильник — это всегда тоже там спешка, ожидание, что-то не успели, не вовремя и так далее. Какая-то проблема со временем. И похоже, что вы будете очень долго ждать по якорю. Ой, по кораблю. Как будто корабль на якоре стоит ваш долгое время. Разочарование. Может быть, конечно, это вас и расстроит. Так как вы у нас знак огня, вы ждать не любите, вам надо все быстро, да, чтобы было так активно, быстро. А тут, видите, как-то все затягивается, замедляется, переносится. Из-за этого вы можете быть расстроены. Ну и еще из хороших событий это гости выпадают. Может быть, вечером пойдете в гости или будете встречать гостей. Так что вот есть минус и есть плюс. Такой день. Неоднозначный. Так, хорошо. Смотрим дальше. Дальше у нас будут девы. Девы. Покажите мне, пожалуйста, события для дев. События для дев. Пятница, 6 июня, девы. Рыба, к сожалению, выпадает в пятницу. И еще рядышком книга. Представляете? Казенный дом и рыба. Лебедь. Подарок. Череп. В данном случае казенный дом, кстати, может быть больницей с темой здоровья. Угу. Победа. Флаг. Колодец нельзя, сундук нельзя, не сказала вам. Угу. Также есть еще бокал. Можете хорошо провести вечер пятницы. Ага, машина есть еще тоже. У вас прям какой день насыщенный событиями. Дерево. Приглашение, поездка. Может быть, приглашают вас. Ой, что это по нас? А, правильно. На застолье может быть приглашение. Так, здесь нет. Есть также яблоко. Слезы, но это могут быть слезы радости. Или это могут быть яблоко, это еще, знаете, такие соблазны. Да, вот как змей соблазнял Еву яблоком.
яблоко, ну, это как я понимаю, автор здесь, потому что меня часто спрашивают, а почему яблоко, да, вот почему яблоко это слезы. Ну, как я понимаю, автор этого пасьянса, создавая его, он воспринимал яблоко как соблазн, потому что Еву соблазнил змей яблочком. Так, значит, и здесь и нет, поэтому может еще проигрываться как соблазны. Ну что, смотрим. Гляньте, сколько событий. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 событий. Представляете, какой день? Значит, первое, что нам выпало, это скользкое дело. Рыба. А рыба это тоже, знаете, какие-то всегда ухищрения, хитрости, манипуляции, когда нас пытаются заманить в какую-то ловушку, заманить в свои сети, может быть, даже через соблазны. Поэтому в этот день будьте очень осторожны. Тем более рядом выпадает госучреждение. Это еще в какой-то госструктуре. Будут вас там заманивать какими-то плюшками. А потом, да, вот за это придется в 3 раза больше заплатить. Так что надо быть осторожными. Посещение госучреждения, скользкое дело, приглашение, поездка, подарок, гармоничные отношения в паре, победа в делах, в работе. Тема здоровья может проигрываться в этот день, застолье и слезы. Вот столько много событий, девы, будут в пятницу. Благодарю за внимание. Переходим к весам. Практически все сердечки мои были в раскладе. Смотрим дальше. Дальше будут весы. Смотрим весы. 6 июня. Пятница. События дня. Весы. Так. Угу. Весы. Первое событие – это месяц. И бокал рядышком. Лавровый венок. Дальше молния. Роза. Так, здесь не вижу. Значит, получается у вас 5 событий в этот день. Первое – успех в работе, в делах, победа даже какая-то может быть, потому что это венок победителя. Дальше получение информации, новостей, скорее всего, в электронном виде. Типа там письмо на почту, смс-ка, новости в телеграм-каналах. Свидание может быть или просто приятная встреча. Если, допустим, вам не с кем на свидание ходить, то там встреча с друзьями, с родственниками, родителями, с какими-то людьми, с которыми вам приятно. Дальше застолье. Да, вот возможно это вот прям с застольем такая встреча. И также еще может быть событие, которое имеет цикличность. Оно происходит каждый месяц. Вот, даже может быть в этих числах, там 5, 6, 7 плюс-минус. Что это за событие? Ну, я думаю, что вы лучше меня должны знать. Вот оно может быть в этот день. Так что в целом у вас тут все хорошо. Ничего плохого не выпало. У вас день очень спокойный, мирный. Под влиянием этого аркана. Смотрим дальше. Дальше будут скорпионы. Скорпионы 6 июня. Пятница, 6 июня, события дня, скорпиончики.
Поехали, смотрим, скорпиончики, что здесь. Угу. Первое, что вижу, замок, сундук, змея, месяц, корона, гости. Машину нельзя соединить. В гости приползет змея к вам. Так. Бокал нельзя. Здесь нет, нет. И здесь тоже я не вижу. Значит, рассказываю, что выпало. Первое событие. Замок. Это открытие тайн. Откроются какие-то секреты, тайны. Вот то, что было спрятано за 7 замками, в этот день выйдет наружу. Дальше. Финансовые поступления могут быть в этот день. Ну, либо какие-то вопросы будут решаться у вас с деньгами. Корона. Общение с очень важным, влиятельным, каким-то очень успешным человеком, статусным. Месяц, циклы. Какое-то событие, которое имеет цикличность, будет еще в этот день. И дальше, смотрите, гости и змея. Змея, опять же, тут несколько значений. Это может быть просто как человек по году рождения змея. Может быть медик, может быть просто женщина. Змея иногда женщину показывает. То есть в гости ползет вот эта змея. И не всегда змея это какой-то там абьюз, издевательство, подколки какие-то. Поэтому тут вот как проиграется. Может быть это вот этот человек в короне, там по году рождения змея, может быть. То есть это может быть речь идти об одном человеке. Но я здесь ничего плохого не вижу. Плохих событий не выпали, слава богу, в этот день. Вот такая вот информация для вас. Смотрим дальше стрельцов. Сейчас будем разбираться со стрельцами. Так. Стрельцы. 6 июня. Пятница. События дня. Угу. Убежали. Побежали, убежали. Покажите мне, пожалуйста, стрельцы, 6 июня. Давайте смотреть. Пятница. Угу. Первое событие, к сожалению, это колодец. Свиток. Подкова. Весы. Угу. Сердце. Шарики нельзя. Сердце можно. 2 сердца. И здесь нет. Значит, смотрите, в принципе, у вас все вот эти события хорошие и одно негативное. Значит, негативное, это колодец, это очень сильные, глубокие переживания. Прям очень сильные.
Почему, я не знаю, плохих событий не выпало. Может быть, эти переживания не будут касаться вас лично, а будут связаны там с родственниками, с работой, не знаю с чем. Ну, такое ощущение, что вы здесь вроде как переживаете, но может быть недолго. Из-за кого-то, как вариант. Потому что иначе бы нам бы показали ваши переживания, если бы это у вас что-то произошло. А тут вроде бы все нормально. Потому что выпадает у вас лично, выпадает удача, выпадает какая-то важная встреча деловая, сложный выбор, общение с друзьями и все хорошо в личной жизни, любовь выпала. Вот видите, все события хорошие. Что переживания, непонятно. Ну, в общем, поживем увидим, да, из-за чего будут эти переживания. Может быть, там в целом из-за какой-то обстановки, там в мире, в стране иногда так бывает, что в целом у человека день хороший, а переживал из-за какой-то ситуации. Там попереживал 5 минут и забыл, да, ну, новости выключил и уже через 5 минут забыл. Так, хорошо, стрельцы, с вами разобрались, смотрим дальше. Козерог, козероги что-то... Угу. Перевернулись козерожки у меня. Так, козероги, 6 июня, события дня. 6 июня, события дня. Удача. Интимная связь, кровать. Удачно у вас будет складываться эти личные отношения. Ага, еще и подсвечник здесь. Подсвечник с кроватью может показывать романтический какой-то вечер в этот день. Еще, кстати, могла получиться, видите, могли мечи получиться. Когда вот я эту карту взяла, мечи тоже можно соединить. Но я увидела первый подсвечник. Если вы увидели мечи, тогда у вас может проиграться как ссора с кем-то, скандал. Домик. Сундук. Ножницы нельзя. Змея. Машину нельзя. Угу. Здесь нет. Получается 6 событий. Первое. День для вас будет очень удачным, и это влияние аркана мир. Мир всегда, да, приносит с собой удачу, везение, успех. Могут быть там интимные отношения, либо кровать может показывать там мысли об этом, желания там и так далее. Это прям вот не всегда это действие. Дальше надежда или просто какая-то романтическая обстановка еще тоже может быть. Домашние дела, финансовые поступления, сундук и общение со змеей в этот день. Так что вот такие события для вас. Ну, со змеей имеется в виду, что это человек, у которого длинный острый язычок, может там делать какие-то замечания. Хотя иногда к нам эта змея относится хорошо, а, допустим, там делает замечания кому-то другому в нашем присутствии. Так тоже может быть. Ну, в общем, это будет понятно только когда пройдет день, да, как она проигралась. Так что вот такие события для вас. Ну, в целом, видите, все события хорошие. Смотрим дальше. Водолеи. Шестое июня. Водолеи, события дня. Угу. Неприятность, к сожалению, выпадает вам на пятницу.
И тут же успех. Крайности. Подарок нельзя. А возможно неприятность, знаете какая? Со здоровьем может быть связано. Череп выпал. Так что берегите себя в пятницу. Угу. Роза есть еще. А, и змея. Дерево приглашение. Сердце. Может быть, любимый человек вас куда-то пригласит. Или вас пригласят парой. Еще можно вот так прочитать. Цепь. Ну и здесь нет совпадений. Получается, у вас в этот день может быть какая-то неприятность. Вот из негатива. Неприятность и тема здоровья, болезни. На череп выпал. Дальше. А, и еще из негатива это нерешенный вопрос. Какой-то один вопрос может не решиться. Ножницы по периметру. В принципе, скоро уже решится, но не в пятницу. Дальше. Из хорошего у вас приятная встреча, свидание, любовь, гармоничные отношения в паре, приглашение, успех в каком-то деле, в каком-то вопросе. Да, вот если один вопрос не решается, то второй решается успешно. Поэтому тут вот может быть и так, и так. И... Ну, это разные дела. Да, понятно, что с одним будет все хорошо, с другим нет. И также еще будет общение со змеей. Причем тут, видите, выпадает встреча, свидание и змея. Поэтому в вашем случае, я думаю, змея здесь скорее просто показывает человека по году рождения. Змея, медика, женщину змея может показывать. Или же, ну, характер такой. Есть немножко ядовитости внутри. Ну, в принципе, в вашу сторону этот яд может никак не проявляться. Так что такая вот информация для вас, Водолеи. Благодарю за внимание и перехожу. Остались у нас с вами рыбки без информации. Сейчас будем смотреть. Ой, чуть не убежала. Да что у меня сегодня все перекручено. Все знаки перекручены. Рыбы. 6 июня, пятница, события дня рыбки. Как пройдет у рыб этот день? Покажите мне. Так, смотрим рыбы. Цветочек, первое событие. Это очень хорошее событие. Ключик тоже хорошее. И ключ, по-моему, выпал только у вас. Больше я вроде бы не помню, ни у кого не выпадал. Золотой ключик есть только у вас, рыбки, в этот день. Так, весы. Угу. 2 меча. Это не очень хорошее событие. Книга. Выбор может быть связан с госучреждением. Ну и давайте, пробежимся, посмотрим. Есть по горизонтали свиток. Солнце есть по вертикали. Ну и больше нет ничего. Значит, смотрите, в этот день у вас много хороших событий, кроме одного.
Единственное негативное событие выпало — это мечи. Мечи — это ссора, скандал, выяснение отношений, разногласия, да, когда вот есть твое мнение, да, вот, и чужое, и они как бы не стыкуются. Поэтому происходит конфликт. Но опять же, этого можно избежать, потому что карта мира — это карта умиротворения, когда можно вот спокойно договориться, без, да, вот, без скандалов, без криков, без ора. Поэтому, в принципе, этого события можно избежать. Из хороших событий у вас исполнение желания, солнце, прекрасное настроение, ключ, все в ваших руках, возможность открыть какие-то двери, там, закрытые, которые были до этого, возможность решить какие-то сложные вопросы, потому что ключ — это как волшебная палочка. Посещение госучреждения, деловая встреча, да, вот, возможно, по ключу очень хорошо пройдет эта встреча или эти вопросы в госучреждении. И еще у вас выпадает выбор, возможно, вы будете встать в этот день перед выбором, будет два варианта, надо будет принимать решение. Так что в целом день хороший, вот если удастся избежать конфликта. Опять же, иногда бывает так, что конфликт проигрывается на наших глазах. Вот мы пришли в госучреждение, сидим все спокойно в очереди, да, ждем там своей очереди, и тут на наших глазах кто-то с кем-то ругается, да, причем так серьезно. И вы видите этот конфликт. И вот очень часто пассиансы, это часто, бывает так, то, что мы видим, происходит. Например, желание исполняется не у нас, там, а у ребенка, да, у нашего. Но как бы мы это видим, поэтому карты показывают, что исполняется желание, мы его увидели. Поэтому тоже вот я иногда говорю, иногда забываю, но часто так бывает, что по пассиансу события происходят не у нас, например, выбор. Выбираем не мы, а кто-то перед нами, да, стоим там в очереди. И перед нами человек там долго не может определиться, там, что ему покупать, это или это. И мы прям, да, вот видим, начинаем заводиться, и как-то это событие фиксируется. Так что вот такая вот информация для вас. Может быть, будет полезно, если кто-то не знал, может быть, кто-то новенький смотрит пассиансы, будете знать, что события могут проигрываться и таким образом. Благодарю за внимание и жду вас на своих новых видео.